Добрый день, уважаемые участники хакатона молодых педагогов «Учитель будущего» формируется сегодня. Сегодня в рамках данного форума организован мастер-класс по вопросам выстраивания эффективных взаимоотношений между педагогом и родителем. Позвольте представить нашего сегодняшнего спикера Асташову Татьяну Анатольевну, педагога-психолога регионального центра развития социальных технологий, специалиста Республиканского консультационного центра. Модератором данной площадки являюсь я, Твердова Марина Владимировна, главный специалист Центра сопровождения специального и инклюзивного образования Коми Республиканского института развития образования, методист Республиканского консультационного центра. В процессе работы у участников данного форума, мастер-класса, есть возможность задавать вопросы в чате, на которые Татьяна Анатольевна обязательно ответит по завершению своего выступления. Итак, мы начинаем. Татьяна Анатольевна, вам слово. Здравствуйте всем. Итак, сегодня я хочу рассказать о практиках взаимодействия с родительским сообществом. И, конечно, очень хочется напомнить слова Сухомлинского о том, что важно и родителям, и учителям глубоко осознать, что ни та, ни другая сторона друг без друга обойтись не могут. У нас общая важная задача воспитания, образования будущего поколения. И вот в этой задаче нельзя идти друг без друга или идти в разных направлениях. Поэтому выстроить качественное, эффективное взаимодействие с педагогом, с родительским сообществом является одной из ключевых задач, с которой сталкивается молодой педагог с первого дня работы в образовательной организации. Так, сейчас мы пойдем. Мне хочется напомнить, да, в чем же заключается вот это комплексное общение между педагогами и родителями, да, и какие стороны этого взаимодействия нужно учитывать в своей работе. Общение, вот в том числе и профессиональное общение, конечно, да, это совокупность процессов коммуникации, интеракции и перцепции. Да, то есть мы не просто обмениваемся информацией друг с другом, иначе это будет отдельно коммуникация. Да? Мы не просто выстраиваем взаимодействие, то есть осуществляем деятельностную сторону какую-то. Да? Нам еще важно, каким образом в процессе взаимодействия мы воспринимаем друг друга. И это все влияет, конечно, на эффективность нашего общения. От сформированности коммуникативной компетентности педагога, от развития практики взаимодействия, от учета вами закономерности восприятия людьми друг друга, на что влияет и почему одно мероприятие может оставить одно впечатление, другое вроде похожее мероприятие может оставить совершенно другое впечатление. Нужно учитывать эти закономерности, и если вы будете заранее подготовлены к этому, то будет гораздо легче проводить анализ. В чем же заключается, собственно, коммуникативная компетентность педагога и на какие стороны в общении стоит обратить внимание? Да, это знание культурных норм, этикета, ограничений в деловом общении, потому что общение педагога и родителя – это именно деловое общение. Поэтому мы должны руководствоваться именно ограничениями, которые существуют в деловом общении. Это очень важно понимать, чтобы не переходить границы и рамки и оставаться и именно на уровне профессионального взаимодействия. Это владение разнообразными коммуникативными, интерактивными, перцептивными, презентационными умениями, навыками, вербальными, невербальными средствами общения. Очень важно, чтобы средств общения было у педагога как можно больше. Был довольно большой арсенал способов, методов, форм взаимодействия с родителями. Это должно быть владение моделями, стратегиями, эффективным стилем и формами взаимодействия. Это владение техниками убеждающего и внушающего воздействия на партнеров и умение устанавливать обратную связь. Потому что, конечно, здорово, когда педагог умеет красиво доносить информацию, когда он умеет выстраивать монолог. Но в условиях взаимодействия с родителями очень важно качественно выстроить диалог. Да, или полилог, например, и организовать дискуссию таким образом, чтобы результат имел действительно какую-то реальную практическую значимость.
И очень важно, приступая к взаимодействию, понимать, что существуют объективные и субъективные барьеры. Это все может оказывать довольно серьезное влияние на продуктивность вашего взаимодействия. Это могут быть барьеры темперамента, то есть нужно учитывать особенности нервной системы родителей для того, чтобы взаимодействовать. Да? И если вы обладаете холерическим темпераментом, то людям с менее активной нервной системой будет довольно трудно воспринимать вас. Да, и они будут задавать дополнительные вопросы, просить повторить некоторые моменты. Вот. И это будет просто, может быть, говорить о том, что вы по-разному воспринимаете информацию. Барьеры акцентуации характера, барьеры интеллекта. То, что касается интеллекта, да, всегда важно понимать, что педагог – это человек, который вооружен огромным количеством каких-то формулировок, терминов, понятий, да, которые могут быть просто неизвестны родителям. Не потому, что они интеллектуально менее развиты, а потому, что они профессионалы в другой сфере. Да? Вот. И поэтому очень важно, когда вы беседуете с родителями, когда проводите родительское собрание, какой-то лекторий или информационные встречи, учитывать, что родители могут быть некомпетентны в вашей сфере, и желательно объяснять им те термины и понятия, которые вы приводите. Барьеры отрицательных эмоций и манеры общения можно объединить. Барьер непонимания важности сказанного тут очень часто возникает, когда вот барьер непонимания важности сказанного, когда учитель и родитель придают разную значимость одной и той же ситуации. Да? Иногда для родителя не важно то, что значимо для педагога, а иногда наоборот, иногда родителю очень важна и значима какая-то ситуация, а педагог считает, что это не имеет значимости. Да, тогда очень важно все-таки обсудить и понять позицию каждого. Это барьеры речи. Да. Педагог воспринимается родителем как образец, какой-то пример. Да. Вот у нас есть такое понимание, что педагог должен владеть всем, чем можно, он должен знать все. Да. Иногда это мешает восприятию педагога, потому что у родителей довольно много собственных установок, стереотипов, убеждений ограничивающих, да, и они не приемлют, например, какие-то ошибки. Да. Вот в этой ситуации нужно быть готовым к тому, что родители порой используют ваши слабости, пытаются каким-то образом показать, что они знают больше. Да? Это здорово, и это классно, как возможность научиться, как возможность исправиться, изменяться, и очень важно это признавать открыто. Физические барьеры, когда мы просто неправильно выбираем место для общения с родителями, это тоже очень важно учитывать. Социальные, политические, профессиональные, религиозные, образовательные, иные различия, да, это тогда, когда позиция педагога не совпадает с позицией родителей. То, что касается, например, семейных традиций, то, что касается государственного уклада, например, да, политических каких-то различий, тут очень важно понимать, что вы встречаетесь на ниве профессионального взаимодействия. Вас волнует одна сторона, да, общения. Это обучение и воспитание ребенка. Вот. Все остальное может оставаться за вами. Вы имеете право иметь ту позицию, которую имеете. Вот. Она не должна играть никакой особой роли при взаимодействии по учебным вопросам. И вот если возникают такие барьеры, да, то, соответственно, могут быть и определенные последствия. И если никаким образом не работать над устранением этих барьеров, то возможно увеличение дистанции между вами и родителями, снижение взаимного доверия, изменение характера взаимодействия в общении, ну и как результат может свести коммуникативную связь на нет. Да, когда родители 1, 2, 3 раза, не получив качественной обратной связи или не получив то, зачем они пришли, да, в какой-то момент перестают приходить и задавать вопросы. Следующее, на что стоит обратить внимание, это что влияет на выбор вами стиля взаимодействия с родителями. Да? Естественно, что в соответствии с целью взаимодействия вы будете выбирать ту форму, которая в большей степени подходит для этого. Если вы хотите проинформировать, да, то вы выбираете определенную форму лектория, мини-лекций, каких-то информационных брошюр, какой-то отсылки на контент образовательный и так далее. Да? Вот. И если вы хотите услышать обратную связь, то очень важно организовать дискуссию. И очень часто
именно молодые педагоги сталкиваются с тем, что им трудно организовать дискуссию. Иногда родители более опытные, более взрослые, они берут вот этот момент в свои руки, да, и в какой-то момент перестают идти вслед за педагогом. Да. В этот момент очень важно получить обратную связь и каждый раз, да, улучшать качество взаимодействия. Подготовиться к какому-то мероприятию, принять общее решение. То есть вот в зависимости от той цели, которую вы ставите от встречи с родителями, вы будете выбирать ту форму и тот стиль взаимодействия, который в данном случае принесет больше пользы, будет более эффективен. Очень важно определить свои сильные стороны. Да? И в первую очередь, когда недостаточно опыта взаимодействия с родителями, очень важно опираться на то, что у вас получается лучше. Если у вас получается здорово работать с информационным каким-то материалом, да, тогда можно сделать очень интересные интерактивные формы взаимодействия с родителями, предложить им новые способы коммуникации, посмотреть, какие вещи у вас получаются, что вы знаете в большей степени, да, какие темы вами более разработаны. То есть опираться сначала на то, что у вас получается лучше, а дальше просто развивать свой арсенал. Учитывать индивидуальные особенности родителей. Да, вот это вот слово «родительское сообщество». Или когда педагоги иногда в момент консультации говорят о том, что они меня не понимают, они меня не слышат, они какие-то требования предъявляют, которые невозможно выполнить, или они задают вопросы, которые, в принципе, как бы не педагог должен объяснять. Вот это слово «они», оно мешает понять, что за этим словом стоит каждый конкретный родитель, который совершенно может не относиться к этому «они», да, но воспринимается нами как часть того родительского сообщества, которое периодически может каким-то образом негативно высказывать свою точку зрения. Да, тут очень важно понять, что все родители разные, все будут задавать вопросы абсолютно по-разному, все будут принимать участие в мероприятиях или в тех организационных моментах, которые для вас важны, абсолютно на разном уровне, потому что у них свой разный личный опыт, у них своя заинтересованность. И по статистике, да, мы потом посмотрим, почему где-то в большей степени участвуют в каких-то классах, а в каких-то меньше. Ну и, естественно, иметь в арсенале несколько эффективных моделей взаимодействия. Да. Это говорит о том, что необходимо постоянно развиваться. Вообще педагогическая деятельность – это такая деятельность, которая требует ежедневного развития, совершенствования. Это совсем не значит, что в выходные вы должны заниматься учебой. Это значит, что педагог работает всей своей личностью. И в тот момент, когда у нас есть возможность расти не только профессионально, но и личностно, да, отрабатывать свои важные качества, на это стоит обратить внимание. Этапы самосовершенствования, которые важно проходить периодически, да, это диагностический этап, определить свои сильные и слабые стороны, уровень своих коммуникативных и организаторских способностей. В этом поможет самонаблюдение и рефлексия, обратная связь, которую вы получаете от родителей и коллег, и, естественно, использование обычных диагностических тестовых процедур, которые дадут вам обратную связь, насколько развиты те или иные качества и на что обратить внимание. Периодически проходить их необходимо. Деятельностный этап. После того, как вы получили определенную информацию, на каком этапе развития вы находитесь здесь и сейчас, у вас есть возможность планировать этап своего развития, да, то есть выбрать, каким образом вы будете совершенствовать навыки, в какой области вы хотите получить дополнительные компетенции и продолжать работать над собой. И далее обязательно учитывать, что без контроля и оценки развитости тех или иных признаков, да, невозможно понять, есть они у вас теперь или нет. То есть после того, как вы деятельностный этап проходите, после того, как где-то учитесь, после того, как с наставником поработали, после того, как провели какое-то мероприятие, очень важно отслеживать, что получилось, что не получилось, над чем можно работать, а где можно поставить себе плюс и сказать, вот это у меня уже получается. Да, тогда есть возможность реального продвижения вперед. Итак, то, что касается статистических данных. Эффективная коммуникация с родительским сообществом способствует вовлеченности родителей в образование. Если вы чувствуете, что родители не вовлечены, это просто может быть признаком того, что не выстроена эффективная коммуникация с ними. Да, то есть нет такой активной деятельности с ними,
и им неинтересно, снижается мотивация участия, если они понимают, что их не слышат, что их не спрашивают, что не пытаются выстроить какую-то коммуникацию, которая устроит обе стороны. Родительскую вовлеченность в образование детей определяют как коммуникация семьи со школой, да, и во многих странах, конечно, обращают особое внимание на то, каким образом родители вовлекаются в процесс образования. Это не только Россия, многие страны этим занимаются и пытаются найти новые способы и формы взаимодействия для того, чтобы решать вот эту общую задачу. Противоречия современного образования. Просто хочется обратить на них внимание, напомнить, да, что по-прежнему школа остается достаточно закрытой системой, а мы пытаемся выстроить коммуникацию. Да. Кроме того, нам законодательно вообще предписано быть открытой системой и учиться выстраивать коммуникацию, когда каждый родитель может прийти и задать вопрос, когда каждый учитель готов к тому, что к нему придут и будут задавать вопросы. Это вообще нормально. Каждый вопрос – это возможность расти и совершенствоваться. В тот момент, когда вы теряете взаимосвязь, теряете обратную связь и теряете способы взаимодействия с родителями, да, к сожалению, это тот момент, когда вы перестаете расти. Поэтому очень важно научиться быть открытыми, и это не важно тут, насколько уже опытен педагог. Тут важно, насколько он готов учиться и приобретать новый опыт. То, что касается семьи, то же самое. Вроде уже настолько люди открыты, вроде очень много барьеров и убеждений, и стереотипов уже снято, но при этом семья все равно остается достаточно закрытой системой. Вот. И, конечно, это работа педагога попробовать найти те темы, те интересы, какие-то те стороны, которые позволят раскрыть весь потенциал семьи. Ну и педагог, да, с одной стороны, современные педагоги очень интересные, открытые, но по-прежнему они не всегда готовы учиться у родителей, да, потому что очень много родителей, на которых можно опереться. Очень много родителей, которые готовы помогать, которые готовы открывать вместе, которые готовы давать то, что у них есть. А порой это действительно очень важно. Позиции учителя, которые выбираются очень часто, позиции молодого учителя либо над, либо под. Да? Над – это когда учителю очень трудно воспринимать критику, учителю очень трудно выстраивать диалог, дискуссию, полилог и каким-то образом организовать совместное обсуждение проблем, и он часто предлагает готовые решения. Позиция под – это когда, наоборот, учитель немножечко отходит в сторону и дает решение важных вопросов на откуп родителям. Да? В этом случае ни над, ни под не будет эффективным решением проблем. Это такая позиция избегания, когда мы еще не готовы к диалогу. И только позиция вместе – наиболее оптимальная стратегия взаимодействия. Это тогда, когда действительно даже в процессе организации каких-то обучающих мероприятий, тем не менее, мы готовы к диалогу. Мы готовы услышать вопросы, мы готовы сказать, что вот в этой области мы некомпетентны, и очень важно будет обсудить эту тему в следующий раз, когда вы будете более готовы. Да? Очень важно. Конечно, вот эта позиция вместе, она требует не опыта в данном случае, не педагогического опыта, не количества лет, проведенных в школе. Это требует просто готовности учиться, меняться, готовности принимать конструктивную критику. Да? Тут очень важно разделить. Иногда бывает критика деструктивная, нарушающая ваши границы, и тут важно поставить человека на место, да, и сказать, что вот некоторые вещи все-таки несправедливы по отношению к вам. Да? А есть конструктивная критика, когда вы признаете, да, в какой-то области не получилось. Но это ни о чем. Это единственное, что это значит, это о том, что в этой области у вас еще есть возможность расти и развиваться. И это здорово, это может быть ваша точка роста. По результатам исследований, да, по статистике продолжим, это важные такие показатели, как мне кажется, да.
вовлеченность в процесс образования родителей у родителей учеников вторых классов. Да? В первом классе очень часто родители, особенно если это первый ребенок, адаптируются вместе с ребенком, иногда ищут вот то положение, в котором им будет удобно взаимодействовать с педагогом. Вот. А во втором классе, да, чаще всего родители раскрываются. И вот это тот момент, когда мы можем выстроить все традиции и правила взаимодействия. И это возможность использовать родительскую активность. Отмечаются также пики школьной вовлеченности родителей в процесс образования. Это, конечно, переходные моменты. Это 4 класс, 5 класс, 9 класс. Да, вот те моменты, которые важны родителям в большей степени, чем иные моменты. Да? То есть вот такие вот кризисные моменты, как мы говорим. То есть есть такая серединка, когда более-менее спокойно, и есть такой отрезок, который будет говорить о том, что было сделано за весь этот спокойный, более-менее латентный период. Вот. В этот момент тоже вовлеченность родителей увеличивается, их тревожность увеличивается, и у педагога в этот момент есть возможность показать свою компетентность. У педагога есть возможность показать, что он готов стоять на позиции такой поддерживающей. Да? Вот. И начиная со 2 класса вовлеченность родителей в школьную жизнь неуклонно снижается. Это отмечают многие исследования и анкетирование самих родителей. Тут важно понимать, да, что, конечно, вовлеченность – это не односторонний процесс. Это результат какого-то обоюдного взаимодействия. Какие есть эффективные практики взаимодействия? Вот я буквально несколько слов, немножко расскажу о том, что на сегодняшний день признано эффективным. Это родительский университет. Да, это еще Павлышевская школа, Сухомлинский, когда повышали родительскую компетентность на основе определения родительского запроса. Да. Есть моменты, которые родители не знают, есть моменты, которым они готовы научиться. Важно выявить этот запрос и вместе пойти в этот путь исследования. Очень важно привлекать людей, которые интересны родителям. Очень важно организовывать как очные, так и заочные какие-то лектории. Сегодня есть огромный образовательный контент, интересный для родителей. Есть много специалистов, которые выступают с очень интересными разными темами. И в этот момент вот своевременная отсылка родителя на нужный контент – это тоже возможность, да, использовать эту систему образования для повышения родительской компетентности. Образовательный коучинг, да, очень интересное современное направление, когда школа делится таким успешным опытом преодоления проблем, когда вместе ищут общее решение, когда придумывают разные варианты и формы взаимодействия без догматизма, без советов готовых, да, потому что универсальных советов не бывает. Если мы, например, в одном классе дадим 30 разным родителям 30 одинаковых советов, да, ну вот 1-2 раза это сработает. Все остальные останутся с нерешенной проблемой. Поэтому очень важно просто быть внимательным к запросу и искать возможность вместе учиться новому. Это психолого-педагогическая поддержка семейного воспитания. Это поддержка и развитие традиционных форм современного проведения досуга. Это опора на те уже эффективные для родителей формы проведения совместного досуга и использование этого родительского опыта для создания собственных традиций в классе, собственных традиций в школе, традиций проведения выходных и так далее, да, мероприятий каких-то. То есть опора на тот опыт, который есть и у школы, и у родителей. Ну и родители детям, дети родителям, да, это такая форма взаимодействия, когда что-то дети готовят для родителей, и это всегда повышает вовлеченность родителей в школьную жизнь. Как только родитель понимает, что он придет и услышит и увидит своего ребенка, вовлеченность, его мотивация принимать участие в школьной жизни возрастает во много раз. Ну, так же, как и родители детям, да, всегда есть родители, вот тот костяк, которым очень интересно что-то тоже самостоятельно готовить, в чем-то принимать участие. И иногда педагогу то, что нужно, это увидеть, услышать этот родительский запрос и использовать таких активных родителей, решая свои задачи и вопросы. Главное, да, я хочу повторить, что педагог работает всей своей личностью.
Он может быть трижды классным профессионалом, но если как личность, да, какие-то качества мешают ему выстраивать взаимодействие, ему будет очень трудно. Поэтому важно работать над развитием личностных качеств, важно научиться совершенствоваться, как только вы приступили к своей педагогической деятельности. Это не значит, что вот через какое-то время, да, нужно что-то подкорректировать, что-то менять. Это значит, что с первого дня работы очень важно понимать, в каком направлении нужно развиваться. И развиваться каждый день. Педагогу важно оставаться конгруентным, то есть искренним в отношениях с родительским сообществом. Родители очень четко чувствуют, очень четко понимают без слов, в каком направлении вы двигаетесь, да, хотите вы этого взаимодействия или не хотите. Если вы проводите мероприятия с внутренним каким-то трудом, стараясь каждый раз дискомфортно, да, стараясь каждый раз пересилить себя и провести это мероприятие, даже то же самое родительское собрание, будьте уверены, да, в следующий раз придет еще меньше родителей, потом еще меньше родителей, потому что они очень четко чувствуют, да, в этот момент, что вам дискомфортно, да, и порой очень важно озвучить, что вам трудно, что у вас что-то не получается, и в этот момент вы получите гораздо больше поддержки родительского сообщества. Ну и, конечно, открытость и готовность учиться у родителей. Да. Очень многие родители готовы поделиться успешным опытом. Они будут крайне благодарны, если педагог готов услышать их, даже по взаимодействию с каждым отдельным ребенком. Да, вот очень важно не выстраивать идеальную картинку, потому что у нас, к сожалению, очень часто бывает страшно сказать, что у меня не получилось, что у меня, например, вот этот ученик не сидит. Да, и страшно сказать на родительском собрании, что бывает так, что нет дисциплины на уроке. А тут очень важно понять, можно ведь просто задать вопрос родителю, да, каким образом, например, да, вы привлекаете внимание, что у вас получается, что не получается, когда ему интересно, когда неинтересно, а давайте попробуем вместе, в конце концов. Да, и в этой ситуации у вас, по крайней мере, есть возможность получить какой-то новый опыт, какой-то новый результат. Вот. И тем более, поскольку это мероприятие для молодых педагогов, мне кажется, что это как раз та возможность, когда вы еще готовы открывать, готовы открываться, готовы пробовать и готовы использовать разные способы взаимодействия. Иногда эффективно, иногда не очень. Но когда не очень, это и есть ваша точка роста. А как понять, в каком направлении развиваться, если все идеально и все хорошо? Да, ну тогда, в принципе, вообще развиваться, получается, не надо. Да, вот только провал покажет человеку, в каком направлении ему стоит развиваться, куда идти дальше, на что обратить внимание. И это классно. Вот здесь очень важная книжка, да, которую можно советовать родителям, у Марьяны Безруких «Родитель и учитель», где она очень просто, очень доступно прописывает для родителей, каким образом выстроить взаимодействие с педагогами. Вот. Поэтому в этом деле вы не одни, да, вы можете отсылаться к каким-то источникам. Здесь, конечно, хочется пожелать вам профессионального роста и успехов. Хочется, чтобы вы опирались на себя и на собственные потребности, и на собственное понимание того, что получается, что не получается, на свои сильные стороны, те качества, которые, как вам кажется, могли бы очень пригодиться при выстраивании взаимодействия с каждым родителем индивидуально и в целом с родительским сообществом. Я вернусь, да, к начале и хочу вспомнить слова Сухомлинского. На этом вот то, что я хотела озвучить, что с моей точки зрения важно было озвучить. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна, за столь интересную и актуальную информацию. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, напишите в чате. Татьяна Анатольевна обязательно на них ответит. Угу. Вот у нас Андрей Витальевич написал, что по опыту своей работы хочу сказать, что у меня позиция взаимодействия с родителями моих учеников – это вместе. Ну, это классно, да, классно. Когда педагог открыт, когда он не тревожится, что что-то не получится, когда он готов
отдавать и брать одновременно, да, родители это чувствуют, родители готовы помогать и поддерживать, потому что, по сути, да, я напомню, мы решаем общие задачи, отвечаем на общие вопросы, и иногда очень хочется сказать, что родителям не важно, что происходит в школе, им важно, да, и иногда просто не всегда умело получается доносить эту информацию, да, вот, а это лишь возможность поиска. Спасибо большое, Андрей Витальевич. Еще есть вопросы? Так, вопросов больше нет. Ну что, наша работа нашей площадки подходит к завершению. Еще раз благодарю Татьяну Анатольевну за такой интересный, да, очень материал. Спасибо большое, уважаемые участники. Мы очень надеемся, что прозвучавшая информация была для вас полезна, практически значима и обязательно пригодится вам в выстраивании системы эффективных взаимоотношений между вами и родительским сообществом. Всего вам доброго, до свидания. До свидания, спасибо.